следующая находка поступила в удар. Наша армия будет Россия. Наша страна будет поставлена на колени. Но враг весь подход проступался. Несмотря на временный успех, наша армия и наш флот героически отбивает атаки врага на протяжении всего фронта, а на севере фронте его. Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. Будьте же достойны, держитесь. Вы ведете войну освободительную, справедливую. Пусть в этой войне вдохновляет вас мужественный образ наших великих предков. Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Бутусова. Пусть осенит вас непобедимое знамя великого лета. За полный разгром немецких захватчиков, смерть немецким оккупантам. Да здравствует наша славная Родина, ее свобода, ее независимость. Под знаменем Ленина вперед, победа! Для народов Советского Союза Вторая мировая война явилась суровым испытанием. Труженикам села нужно было обеспечить сырьем и продовольствием более чем 11-миллионную армию защитников и 80 миллионов человек гражданского населения. За все годы войны колхозы страны дали армии и промышленности 13,5 миллионов человек, что составило 38% всех трудоспособных колхозников, в том числе 12,4 миллиона мужчин и 1 миллион женщин. Руководители страны тогда сумели найти подход к сердцам своих сограждан. Доходчиво и внятно объяснили, что это за война и почему она народная, отечественная. Когда народ и руководители страны одно целое, такое государство непобедимо. Фактически, 22 июня 1941 года на СССР напала объединенная Европа под предводительством фашистской Германии, финансируемая западным капиталом. Несмотря на довоенные идеологические ориентиры, Государственный комитет обороны СССР сумел мобилизовать религиозные конфессии на защиту Отечества. Взял на вооружение исторические персонажи, такие как Александр Невский, Богдан Хмельницкий, Александр Суворов, Павел Нахимов, былинных героев Илью Муромца, Евпатия Калаврата и многих других. На фронтах совершались до сих пор неизвестные миру подвиги. Непокоренные защитники Брестской крепости на стенах подвалов писали: «Умираю, но не сдаюсь». Письма детей осажденного Ленинграда многих бойцов Красной Армии вдохновляли на подвиги. Возвращение в строй Алексея Моресьева с ампутированными ногами и 100-й шанс плененного летчика Михаила Девятаева, угнавшего вместе с соратниками из логова немцев вражеский самолет, во многих укрепили уверенность в победе. Широко освященный подвиг Александра Матросова, прикрывшего амбразуру дзота своим телом, но повторенное многими бойцами Красной Армии, показал всему миру силу духа и героизма русского человека. Так же, как и на фронте, тыл показывал чудеса трудового героизма и самоотверженности. Одним из таких надежных тылов российской глубинки
является татарская деревня Ишмурзино-Суринск, Яльчикский район, Чувашская АСР, ныне Чувашская республика. Имея земли 1380 гектаров, кроме занятых под дворовые строения и приусадебные участки, деревня в 1926 году насчитывала 152 дома. На защиту Отечества на фронт ушли 220 человек, и из них на полях сражений остались лежать 119 воинов. В общей картине, если учесть, что на победу также работали и в тылу, Ишмурзино-Суринск встал на защиту Родины в объеме полноценного батальона. В деревне, в крестьянских семьях дети с 6-8 лет активно привлекаются в общую работу. Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Летит, летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день из журавлиной стаи, я поплыву в такой же сизой мгле. Из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле. Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей.
В 1931 году колхоз «Марс», такое имя носило коллективное хозяйство в деревне, возглавил Гаязов Абдулла Гаязович. Он родился в этой же деревне в бедной крестьянской семье. В молодости, в поисках лучшей доли, он трудился в различных местах батраком, грузчиком, матросом и сезонным рабочим. По возвращении в 1925 году на родину энергичный Абдулла Гаязов был избран председателем Ишмурзино-Суринского сельского совета. Затем он возглавил колхоз и до 1946 года успешно им руководил. В 1937 году трудящиеся коллективного хозяйства получили небывалый до этого времени урожай зерновых. 136 пудов с 1 гектара – это по нынешним меркам получится 21 центнер. Для Волго-Вятского региона того времени это был действительно очень хороший результат. Как успешный, более того, как талантливый руководитель, Абдулла Гаязов всецело проявился во время Великой Отечественной войны. По причине близорукости он не был призван в действующую армию. Но и в тылу был фронт. Фронт за урожай. Никому не было легко. Некоторые деревни с трудом выполняли государственный заказ. Иногда даже сами голодали. У Абдуллы Гаязовича в хозяйстве был полный порядок. Несмотря на призыв здоровых мужчин на фронт, колхоз эффективно работал и показывал хорошие результаты. В 1941 году в конюшне хозяйства было 170 голов лошадей. В период войны 50% из них мобилизовали на фронт. Тем не менее, к концу войны в хозяйстве было 165 единиц. Коров в начале войны было 78 единиц. К концу их поголовье держалось на уровне 128. Овец в общем стаде насчитывалось 63. Позднее стало до 170 единиц. Урожай зерновых держался на отметке 22 центнера с 1 гектара и выше. Каждому трудящемуся и членам его семьи из колхоза в месяц выделялось по 8 килограмм муки. Крестьяне не только не бедствовали, но и получали превосходные результаты на производстве. В 1942 году все жители деревни без исключения выполнили норму трудодней за текущий год. Узнав про устойчивую ситуацию с хлебом в деревне, некоторые дальние родственники селян, проживающие в соседних деревнях и районах, стремились попасть на жительство и работу в Ишмурзино-Суринск. Когда по стране бросили клич «Все для фронта, все для победы», ишмурзино-суринцы в деле достижения победы над врагом приняли самое активное участие. Из переписки секретаря Чувашского обкома ВКПБ Чарыкова и Сталина. Москва. Кремль. Товарищу Сталину. 21 января на строительство танковых колонн колхозник Чувашии и тракторист Чувашии поступило 46 миллионов 300 тысяч рублей. Кашечкин Николай Степанович, председатель колхоза «Трактор» Порецкого района, внес 50 тысяч рублей. Колхозница колхоза имени Максима Горького Мария Филипповна Ширманова 50 тысяч рублей. Нам известно, что Абдулла Гаязов
на строительство этой танковой колонны внес 105 тысяч рублей наличными деньгами и 30 пудов зерна. На собранные деньги трудящимися Чувашии было построено 42 тяжелых танка КВ-85, и 30 октября 1943 года они были переданы Красной армии. В 1943 году жители деревни подписались на военный заем в сумме 150 тысяч рублей. Личный вклад председателя Гаязова составил 20 тысяч рублей. Колхозники Марса первыми в Чувашии положили начало массовой продаже хлеба государству. Их вклад составил свыше 10 тысяч пудов зерна. Вклад Гаязова – 166 пудов. Фаттаха Салахуддиновича Салахеева – 98 пудов. Сахауддина Димухаматовича Валишеева и Карине Гайбаддуловны Замалетдиновой по 72 пуда, Гильсум Салахуддиновны Салахеевой 64 пуда. В 1944 году Гаязов в личном письме Верховному главнокомандующему докладывает, что ишмурзино-суринцы выкупили у государства облигаций на сумму более 500 тысяч рублей. Сам лично он внес 110 тысяч рублей из личных сбережений на приобретение самолета Як-9. Он пишет: «Прошу разрешить мне лично вручить самолет Герою Советского Союза, нашему земляку Александру Васильевичу Кочетову, и отдать в фонд обороны еще 178 пудов хлеба». Ответ Сталина не заставил себя ждать. «Примите мой привет и благодарность Красной армии, товарищ Гаязов, за вашу заботу о воздушных силах. Ваше желание будет исполнено. Сталин». Старший лейтенант Александр Васильевич Кочетов за время войны совершил всего 488 боевых вылетов. Провел 105 воздушных боев, в которых сбил лично 34 и в составе группы 8 самолетов противника. 13 апреля 1944 года за мужество и отвагу, проявленные в боях с врагом, ему было присвоено звание Героя Советского Союза. 20 декабря 1944 года в части, где сражался наш земляк, состоялось вручение 12 боевых самолетов, построенных на средства, собранные трудящимися Чувашии. Причем Кочетову стали вручать сразу 2 Яка – от алаторцев, земляков-летчика, и Абдулы Гаязова с надписью на борту «От колхозника Гаязова». Но Александр Кочетов оставил себе только 1 самолет. Второй передал своему товарищу Спартаку Маковскому, тоже Герою Советского Союза. На этих самолетах летчики 3-й эскадрильи 43-го истребительного авиационного полка летали до самого конца войны. Летали на Варшаву, Берлин, штурмовали вражеские аэродромы, охраняли в небе тяжелые бомбардировщики, сбивали самолеты врага. Вполне понятно, что и алаторцы, и Гаязов хотели свои вложения донести до самых лучших представителей Красной армии. Они хотели, чтобы их усилия были использованы с максимальной пользой. Кто-то может вполне справедливо заметить, что Гаязов оперирует слишком уж большими суммами, что якобы он мог приписать себе на личный счет вложений членов колхоза «Марс». Можно подумать, что он один такой хороший был, а остальные всего лишь рядом присутствовали. Давайте вспомним, что из 150 тысяч рублей военного займа,
подписанного жителями деревни в 1943 году, доля Гаязова составляет всего 20 тысяч рублей, а это чуть более 13% от общей суммы. Из 10 тысяч пудов проданного государству зерна доля Гаязова 166 пудов, а это только 1,6%. Из 500 тысяч рублей, потраченных ишмурзян-суринцами для выкупа государственных облигаций, доля Гаязова 110 тысяч рублей, а это лишь 22%. Абдулла Гаязович сам был большим патриотом страны, и односельчане следовали его доброму начинанию. Во-первых, на примере Сталина можем сказать, что будь на его месте другой руководитель страны, все могло сложиться совершенно по-другому. Царь Николай II тоже руководил страной. Воевал. Однако не только войну, но и страну проиграл. Казалось бы, одна и та же страна, тот же народ, но итоги разные. Недаром говорят, армия солдат, руководимых настоящим полководцем, способна на многие победы. Но армия воинов, которой руководит трус и глупец, может проиграть самые легкие битвы. Во-вторых, Гаязов никаких хором себе не построил и не оставил для семьи громадных сумм в банках, как и его верховный главнокомандующий. Хотя он работал председателем колхоза до 1946 года. Его старенький дом после его смерти вдове отремонтировали односельчане способом народной взаимопомощи. Видимо, он не мог просить о помощи властей, чтобы ему помогли как особенному члену общества, имя которого занесено в книгу трудового подвига и героизма родного района. В то время таких, как его дом в деревне, было немало. Это были люди особой формации. Они способны возглавлять и добиваться высочайших результатов для общества, но ничего для себя сверхполагающегося не брать. Скорее всего, деньги, причитающиеся за работу доли зерна своей жены и 2 дочерей, он использовал от одного имени. Так нужно было во имя спасения Родины. И не имел он права тогда поступать по-другому. Такими людьми сильна наша держава и отчизна.